Узорчабас хаккастың уроктарын. Продолжаем тему хакасского языка. Мы продолжим изучение прошлой темы. Нам надо будет закрепить, насколько это возможно. Так, давайте я сейчас переключу. Чисто. Так, Юрчебе? Я. Ага. Ну, давайте, Наталья, зачитайте примеры, потом мы будем разбирать. Сейчас, давайте. Угу. Хакас Ширинже Шерще по хакасской земле ходил. Тимур шел же поезд Щорды. Угу. Так. По железной дороге поезд прошел. Угу. Хустар тигр же ущущалар. Птицы по небу летят. Это я описалась тут. Множественное число должно быть. Олар кименанг сухща сомарлар. Возможно, сомарлар. Тут я сомневаюсь. Так, парни на лодке вдоль реки поплывут. Ага, вот так. Из Олы армия дан эки щелже сахтан. Девушка парня из армии 2 года ждала. Угу. Так, ну, давайте сейчас будем разбирать каждое предложение. Хакас иринже шерще. Шерще, ну тут я поправлю попутно. Так, да, у нас будет. Шерще. Тут все правильно. Хакас ширинже шерще. По хакасской земле ходят. Теперь Тимир шелзе поезд черды. В хакасском языке вот это слово щер не всегда применимо по отношению к транспорту. Ну вот в данном случае лучше сказать Тимир шелзе поезд парды. Да, прошел. Парды лучше сказать. Я тут с женой тоже щерды, говорю, подходит она? Нет, не подходит. Говорю, объясни, почему не подходит. И она объяснить не может. Я тоже думаю, сейчас как объяснить? Вот, да, вот. Ну, давайте пока просто примем вот как факт, что если, допустим, поезд парды, не щерды, да, машина парды, машина, ну, пока вот, парды были. Тимир шелзе, все правильно, ну, допустим, на дороге поезд прошел. Хустар тигрже ушукшалар, все тоже правильно. Хустар тигрже по небу ушукшалар летят. В настоящее время идет. Так, оллар кимену суже сумарлар. А теперь смотрите. Сум это значит купаться. Сумарлар в будущее время будут купаться. Тут, конечно, другой надо глагол поставить, лучше будет. Оллар парни кимену суже. Суже, тут на аффикс. Почему же? Потому что г звонкая. Поняли, да? Суже. Но в хакасском языке есть щус, плыть. Вот. Олар кимену суже щус. Как поставите в настоящем времени? Щузарлар. Щузарлар. Помягко. Так. Щус. Если щусще плывет, а если много, щусщелер. Аффикс множественного. Вот. Будет правильно. Олар кименом суже щусщелер. Парни на лодке по реке плывут. Так будет. Ну, вот, смысл. Понятно, да? Олар кименом суже щусщелер. Парни по реке плывут на лодке. Так, дальше. Хыс олны будем проходить. Армиядан ике шул. Вот так пишется. Шулже сахтан. Вы произнесли там верно? Вот, ну, написание поправлю. Хыс олны армиядан ике шулже сахтан. Девушка парня из армии ждала 2 года. Около 2 лет. Да, примерно 2 года. Так, ну все, сейчас так. Поняли, да? Вот эти вот правила. Я. Запомните фразу всегда суже, всегда щучина. Если плывут. А суга, сомчалар. Сомчалар только уже суга. В воду буквально ныряют, да, или купаются. Суга, сомчалар, а суга щучина. Запомните вот эти 2 фразы. Так, ну пока все. Так, давайте, Евгений, теперь вы свой пример почитайте, потом. Хорошо.
Сначала перемещение, а потом сравнение. Давайте так. Мин южикше парчам. Перевод можно Я иду по городу. так, По просто. городу. Ага, дальше. Без перевода говорить? Да, без перевода прочитать хакасский текст, а потом мы разберем. Син салбыхча чурчезн. Мгм. Ол арыхча парча. Мгм. Пыс чаржа чурчепс. Мгм. Сырер чолжа парчазыр. Мгм. Олар асфальтча чурчелер. Мгм. Так, давайте. Ющик, 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 ющикща. Так, я вот честно сказать, челья. Ющикща. Ющикща паршам. Мин ющикща паршам, тут все правильно. Я иду по огороду. Ющикща. Мин салбахще, син салбахще, шерще. Вот смотрите, тут всегда вот по мягкому, да. Шерще, зин. Син салбахще, шерще, зин. Так, ты по лужице ходишь. Ол арж, парша, тут верно. Да, звонкий, потому что, да, же, так, арж, парша. Он по лесу идет. Пис чарже, щерщебис. Мы по берегу ходим. Если идем, пис чарже паршабас. Надо тогда написать, допустим, да. Если идем. А если щерщебис, ходим. Ну, понимаете разницу между ходим и идем в русском языке? Есть разница же, да? Также и здесь. Щерщебис ходим, паршабыс идем. Серер шолже паршазар. Вы по дороге идете. Тут правильно. Серер шолже паршазар. Олар асфальт. Щерщелер. Они по асфальту ходят, да. Ну, можно паршала тоже написать. Ну, по сути, все верно употреблено. Так, сравнение давайте. Мин тёрче частых футбол ойнам. Мгм. Син 1000 километр чукурчезн. Мгм. Ол сыны 2 метр полща. Мгм. Пыс небоскреб хринжа турчабыс. Мгм. Срер Японияда чүске чуртапчазыр. Мгм. Олар кізілернің тизекче ле полчалар. Мгм. Так, тут есть что поправить. Теперь смотрите. Мин черче сейчас футбол ойнам, да. Я примерно в 4 года в футбол играл. Если примерно в 4 года, лучше употребить мин черче сейчас. Да? Вот так вот. Когда мне было примерно 4 года, я в футбол играл, да. Мин черче сейчас футбол ойнам. Ойнам. Там 2 должно быть. Сейчас тогда дальше. Ты около 30 километров бежишь. Син от 6 километр щукушезен. Тут все верно. Син от 6 километр щукушезен. Так. Он ростом в 2 метра. Вот смотрите теперь. Сыны, да, вот помните вот это правило? Сыны. Вот если мы посмотрим вот, категорию принадлежности. Сыны, аның сыны получается. Вот этот вот аффикс. Аның сыны. Вот. Пошли надо не ол сыны, да, а аның сыны надо поставить. Аның сыны ики, тут уже аффикс звонкий будет, потому что звонкий звук у нас, да, ики же. Аның сыны икже метр получается. Он ростом 2 метра. Ну, в русском языке вот, перевод аналогичный, ну, примерно. Его буквально, если, да, его метр примерно в 2 роста. Ну, в русском языке лучше так написать, как написано. Он ростом 2 метра. Так, сейчас так, дальше. То есть небоскреб хринджит шабас. Вот смотрите, мы стоим на вершине небоскреба. На вершине, вот когда стоим где-то на чем-то, да, мы где-то находимся, правильно, ведь на месте. Если на чем-то стоим, то есть небоскреб хрынды, да, надо было бы употребить. То есть небоскреб хрынды туршабас. Но тогда будет правильно, мы стоим на вершине небоскреба, верно. Но если пусть небоскреб хрынже, тогда, допустим, вот по небоскребу, надо же сравнить, допустим, да,
Мы пусть небоскреб хрынже, но давайте возьмем другой глагол ушхшабыс, летим. Так, сравнение. Вот тогда будет уже сравнение. Мы летим на уровне вершины небоскреба. Вот. На уровне вершины небоскреба. Вот теперь будет правильно. То есть небоскреб хрынже, хры – это вершина, нже – аффикс. Понятно, да? Ушухшабыс мы летим. Тут, я думаю, вам должно быть понятно. То есть небоскреб хрынже ушухшабыс. Мы летим на уровне вершины небоскреба. Вот, теперь будет верно. Серер Япония, да, вот опять вы в Японии до 100 лет живете, до 100. Вот теперь смотрите. Давайте сначала Япония да или Япония де. Как вы ориентируетесь, Евгений, здесь? Ну, здесь я мягкая, Д. Япония. Вот смотрите, и а, да, а наоборот твердо у нас. Мы ориентируемся по гласному. Япония, и а. Да, должно быть. Ну если А последнее, то да. Потому что мы произносим Япония, не Японие. Если было бы Японие, тогда где было бы. Япония, да. Понятно, да? Вот это вот. Япония, да. А теперь смотрите. Да, понял. Вы в Японии до 100 лет живете, если вот эту идею допустить, то будет правильно так. Читыре. Читыре это есть до 100. Как раз вот до, вот этот вот. В хакасском языке замещается вот этим читыре. Серер Япония, да. Ну, читыре, ну, пусть будет пока, да, до 100 лет, читыре. Но лучше, конечно, сказать чуть сейчас ха читыре. Вот так будет вообще идеально, как бы. Серер Япония, да, сейчас ха читыре чухтапчазар. Но это я взял вот этот вот перевод. Но если можно сказать, вы в Японии живете около 100 лет, да, примерно. Тогда вот так будет. Слере Япония, сейчас чухтапчазар. Тогда перевод уже будет. Вы в Японии живете примерно 100 лет. Вот. Вот так будет. Серер Япония, да сейчас чухтапчазар. Вы в Японии живете примерно 100 лет. В данном случае вот аффикс сравнения. Сейчас. Понятно, да, здесь? Дальше. Улар кызылерның тизек шилдеп уларлар. Так, и смотрите опять. Они людям всего лишь по колено. Улар кызыл, ну, в данном случае мы еще это не проходили. Кызылерге тизек шилдеп пульчалар. Улар кызылерге тизек шилдеп пульчалар. Они людям всего лишь по колено. Тут вот единственное, что поправить надо. Ну и все так, все нормально. Улар кызылерге тизек шилдеп пульчалар. Так, сурук бар, Евгений. Остальных вопросов есть? Так, ну вот эти примеры потом я вам вышлю. Они под видео будут. Вот эти вот примеры. Так, дальше Оксана чем? Серер? Чайгызында мин тюрен чиримжи парем. Паререм. Ну, пусть вот этот вариант останется, мы его потом поправим. Так, дальше. Сух шаржа пас шуршим. Так, дальше. Поправим. Біз школада походха халың тайғажы шүргібіз. Менің алдыңда кізілер 10 километр хаңа шүргенір. Ага, так, сейчас. Так, дальше посмотрим. Тах хрынжы туристер паршалар. Так, хрынже, вы правильно читали там. Еще раз. Хрынже. Тах хрынжы туристер паршалар. По базе... ну это я не удалила. Ну, так, ладно, ничего страшного. Тюрче частых пала педиселик сарнапща. Сейчас. Так, давайте мы этот пример сейчас.
Давайте разберем. Теперь смотрите. Чайгызм домен тюрен чирымже. Парырым, да? Вот смотрите. Я. Парырым. Парырым. Единственный аффикс им там должно быть так. Так все верно. Вы произносите это вот в произношении, это не так заметно, а в орфографии все равно надо вот, ну, я как бы поправляю ведь правила, как мы должны понимать, что как точнее будет, да. Шайры. Шайры летом, да. Вот мы тут с Натальей недавно только вот в начале урока как раз обсуждали эту идею шайрызынды. Шайрызы летом, вот шайрызы лето, шайрызынды летом. В летний период правильно здесь употреблено. Шайрызынды мин тюрен чирымже, правильно, парырым пойду. Так, все здесь хорошо. Так, дальше прохаживаюсь по берегу реки. Смотрите, су шарже пасюшим. Лучше сказать не су шарже, а в хакасском языке есть су хазынже. Вот это есть по берегу. Есть хазы, это рядом хаз, да, хазы, сухазы, рядом с рекой. Вот тогда будет именно по берегу. Хазынже пасюшим. Все теперь будет верно. Прохаживаюсь по берегу реки. Так, дальше. Пис школа, да. Поход хахаум таевже шургабис. Вы тут сделали сагайский вариант. По-сагайски правильно шургабис, да. Но мы возьмем литературный вариант. Шургабис. Пис школа, да. Поход хахаум таевже шургабис. Я. Так, пис школа, да. Поход, все верно. Мы в школе ходили по густой траве. Так. Мның алдында кізлер 10 километр хаңа жүргендер. Вот смотрите, на телеге, да. Мның алдында кізлер жүргендер, все правильно. Раньше мның алдында кізлер жүргендер, все правильно. А теперь 10 километр тоже правильно. Хаңа, теперь надо, здесь правильно, хаңа-лы. Хаңа-лы, на телеге. И все, а так все верно. Прощақсы. Мның алдында кізлер 10 километр хаңа жүргендер. Да, раньше люди 10 километров на телеге ездили. Так, хырынже туристер пошалар. Хыры то же самое, это категория принадлежности, понимаете, да, так хырынже туристер пошалар. По вершине горы туристы идут. Чурче шастых пала 50 сарнапше. Сарнапше, опять это у вас эгоизм, да, это сарнапща. Тюрче, так, все верно. Орфография, в смысле идеи предложения правильно построена, просто я тут орфографию поправляю. Тюрче сейчас стахпалы 50 сарнапча. Ребенок около 4 лет, да. Так красиво поет, да. 50 сарнапча. Но можно сказать 50 сарнапча, ну пусть будет, в принципе, тоже неплохо. Ну, в общем-то, шахсы, пора хомейнес уже. Так, систем. Шиберга и минута. Давайте мы сейчас пообщаемся. Хорошо, вот еще раз поговорим. Нам надо развивать навыки говорения. Давайте так. Наталья и Оксана, попробуйте пообщаться по теме, скажем, ну, по актуальной нашей теме, по теме коронавируса. Что можете друг другу сказать и как пообщаться на эту тему? Давайте мы там посмотрим, может быть, там какие-то свои рецепты, как вы следите за своим здоровьем, что вы делаете. Вот. Попробуйте пообщаться. Ну, сначала надо будет поздороваться, там, как дела, да. Ну и, в общем, давайте, Наталья, вы начнете, как сами. Изен, Оксана, Хайди, Шортас. Изденер Наталья. Ши чаксы прайзы. Хаза, Хайди, Оксана. Чаксы. Иди, пиди, чаксы. Давайте еще поправлю, да. Когда вы задаете, допустим, вопрос ваше здоровье, давайте я буду прописывать. Запоминайте. Хазинар хайда. Хайда, как ваше здоровье? Вот. Как
ваше здоровье? Хазингар. Вот, понимаете, это вот не хазингар, ваше здоровье. Хазгингар. Вот, оно стягивается, получается хазингар. Как ваше здоровье? Так. Кома и немец отвечаете, да? Кома и немец или эдипеди? Кома и немец, эдипеди. Оксана, хазинар хайда. Ага, так. Хуманимес, шахсы. Так, дальше. Срырна хади, Наталья. Хазинар хайдах. Вот, да, сырный хазингар. Да. Алгыс Оксана, мин агыр бинжим. Че шахсы? Угу. А можете спросить, допустим, Оксана, вы болели? Как спросите? Наталья, срыр агыр газарба. Во, сырыр агыр газарба, вы болели? Шох Оксана, мин агыр бин. Не болела. Вот. А в прошедшем времени как построите? Агыргам болела, агырбам. Агырбам не болела. Я, мин агырбам. Шок, Оксана, мин агырбам. Че шахсы, Наталья, а срырным сюбери. Пырдеказы агыр Агыр. В прошедшем времени агырбан. агырбан. Ага, еще раз смотрите, еще раз. Давайте еще раз. Сырырның сөбірі де надо поставить аффикс. Сырырның сөбірі де. Придезі агырбан. Давайте еще раз. Срырным сюбери. Пырдезы агырбан. Сөбірі де обязательно надо поставить. Сырырның сөбірі де. Придезі агырбан. Срырның сюбериде. Пырыды сюбериде. Пырдезы агырбан. Я, придезі агырбан. Сырырның сөбірі де. Придезі агырбан. Так, ага. Минен сөбірім. Пердезі агырбан. Ага, а вы отвечаете как? В моей семье. Оксана-то спросила, ваша сюбереде, сырырный сюбереде. А как вас скажете? У меня в семье. Мы проходили. Сюбе. Минен сөбірім. Ну, вам лучше удобнее сказать, Наталья, сюберемде. У меня в семье никто не болел. Никто не болел. Придезі. Пердезі агырбан. Да, придезі Агырбан. Сюберемде, придезі агырбан. Тут сюберемде не обязательно говорить миным, да. Сюберем, и так понятно, что моя семья. Сюберемде в моей семье, придезі агырбан, никто не болел. Сөбірімді пердезі агырбан. Оксана, тохска пердезі агырбан ма? А вот смотрите, вы хотите спросить на работе, да? Я. А вот смотрите, как тохсты, вы как хотите? Давайте по-русски сначала сформируем, потом идею. У вас на работе не болеют люди? Кто-нибудь болеет? А вот Русский-то не знаю как. У вас на работе никто не болел? Надо в прошедшем времени, допустим, никто не болел, вот исходя из нашего текста. Сырырның тоғысты придезі агырбан. Как будет? Сырырның тоғысты пердезі агырбан. Да, придезі агырбан. Вот, сырырның тоғысты придезі агырбан. Вот, Чух, пырдезі агырбан. А как вы скажете, у меня на работе никто не болел, Оксана? У меня на работе. Миным тоғыстым. Миным, правильно, миным тоғызым. Тоғызым, пырдезі агырбан. Надо поставить еще место. Тоғызым да. Миным тоғызымды. Теперь верно. Ага. Пырдезі агырбан. Да, миным тоғызым да, придезі агырбан. Скажите, у меня в семье никто не болел. Миның
Сёберемде пырдеза агырбан. Понятно, да. На работе, скажите сначала на работе, а потом в семье никто не бывал. Миның тоғызте, Тоғызымды, миның тоғызымде пазы сёбереде пырдеза агырбан. сөбіремді, обязательно ым надо писать. Мина тоғызымды, пазы сөбіремді, бірде зағырбан. Давайте еще раз. Миның тоғызымде пазы сёберемде пырдеза агырбан. Чешется. Так, ладно. Давайте теперь Евгений и Наталья. Давайте так, Евгения, зададите вопрос Наталье, хорошо? Ну, А на можно- другую тему? Давайте Или на эту же? эту же тему повторим, просто еще раз, чтобы закрепить на фразы. Ну, Наталья Чалхай Ирның, да. Шалахай Ирнан, Евгений. Хади Керектор Паша. Ше жақсы, сеніңше? Менің Ағын Көлже Позырықта Хайдых Пегинер. Поняли вопрос? По зарахта хайдек пюгнет. Давайте я пропишу. Позырахта это в воскресенье. Да. Хайдых. Пюгнет Какой? это задача, чем вы хотите заняться, цель. Хайдек пюгнер. Какие ваши цели? Чем хотите заняться? Так, Пюгнет. позырахта Ага. мен ты на нарға. Просто скажите, буду отдыхать и все. Ты нарм. Да. Мен ты нар. Нарым. Тынан Ты на- отдыхай. ты- Вот смотрите, как Я формируется. Тынан отдыхай, тынаныр будет отдыхать, тынанарым я буду отдыхать. Вот, поняли, да, идею? Тынан отдыхай, тынаныр будет отдыхать в будущее время. Это первое лицо. Мин тынанырым. Позах мин тынанырым. Так, шахсы, дальше. Запомнили? Пазе, да, мылча, пюдрарым. Ага, молча подержим. Да, вот. Молча. Еще раз повторите. Мылча, пюдрарым. Вот, пюдеререм. Молча пюдерем. Пюдрарым. Молча пюдерем, да. Шахсы. Да, ирм хаде. Так, теперь смотрите. Мой муж как? Ирм. Ирмнен хаде. Ирмна. Да, вместе с мужем. Сейчас. Так. Ну и вы задайте вопрос Евгению. Наталья. Евгений, чечмеде хайдах пёгенер. Чем мы поняли, да, Евгений, ты что? Это суббота. Наверное, суббота. Да. Я. В порядке исключения. Мин суббота де городцар парем Грек Немелер Аларга. Ага, поняли, да, сейчас подождите, я пропишу. Суббота, да. Город Царпаром, да. Город Царпаром. Так, город Царпаром. Грек Немелер Аларга. Так, еще. Дальше. Хысхы ютк, хысхы кип, куртка. Вот я хысхы эт, паза хысхы кип. Давайте так сделаем. Что с ними хотите сделать? Хочу купить. Алблага или Вот. Аларг сағыншам. Да. Алырғы сағыншам. Алырғы сағыншам. Давайте еще раз, Наталья, задайте вопрос, а Евгений ответит. Вот этот же вопрос. Евгений, чечмеде хайдах пёгенер. Чечмеде городцар парам Грек Немелер Аларга. Хысхы ютк, паза хысхы кип Аларга сағыншам. О, теперь уже такой нормальный, хороший диалог. Так, Хайдах магазинде давайте так. В какой магазин пойдете? Хайдар Ага.
хайдах магазинзар Магазин зер. Пойдете. парарзер. Парарзар. Хайду магазин зер. Парарзар. Да. Дах магазинзар паразар. Парарзар. Парарзар. Ага, так. Мен сағынчам парарға Юничел, Виктор и Паза басқа магазиндар. Магазин Нерзер. Ага. Так, ладно, у нас тут время, сейчас я допишу это предложение, потом выставлю под видео. Время у нас заканчивается. Так, алгоспузон за диалог, за диалоги. Так, давайте дома вот по прошедшей теме также сделайте по 5 примерно примеров. Хорошо? По перемещению, по сравнению. И завтра мы приступим к новому занятию. Ой, к новой теме. Хорошо? Чарир, войди. Так. Шарир. Ага, ну, Пюнге үшін алғыс болсын. За сегодня спасибо, что пришли. Келгеннерім үшін алғыс болсын. Тоғас шабыз таңды ирді. Встречаемся завтра вечером. Поза тоғас ханже. Так, таңда да 4 получается. Алгыс аным жоқтар пазатылғас ханчам. Алғыс, аным жоқтар. Анам жоқтар. Жоқтар.